Pahalı dostlar, hoş geldiniz. Bugünkü misafirimiz Vlada Baranova. Bana göre Vlada pek anılmış, pek talantlı bir insan. İyi kağıt yazdı. Bugünkü темамız диль активизме. А для тех, кто по каким-то странным причинам до сих пор еще не очень хорошо понимает гагаузский язык, скажу, что у нас сегодня в гостях Влада Баранова, известный исследователь миноритарных языков, социолингвист, и много разных других применений есть у Влады. Сегодня мы поговорим о том, как можно помочь миноритарным языкам, и в частности гагаузскому языку. Влада автор 2 книг на близкую тематику. Вот. Но я думаю, что больше она сегодня нам расскажет о своих идеях сама. Пожалуйста, Влада, тебе слово. Спасибо большое за представление, спасибо большое за организацию семинара. Артем и отсутствующий Гюлю, которой нет. Очень рада всех видеть в это раннее субботнее утро. Я, какой у вас обычно тайминг? Сколько? Артем? Да, кажется, у тебя пропало. Сколько что? Какой у вас тайминг? Сколько у вас на доклад и на дискуссию? У нас на все заложено 2 часа. Сколько из них использовать на рассказ, а сколько на дискуссию, это твой выбор. Понятно. Ну, я на самом деле как бы заведомо хотела бы меньше такой монологической части и больше дискуссивной. Поэтому, во-первых, можно, если хотите, нас немного, поэтому мы можем вполне в камерном формате, можем сразу какие-то именно вопросы, можно сразу задавать и обсуждать что-то, и комментировать. Мне кажется, что это будет осмысленно в таком формате. Вот. Ну, а потом у нас еще будет и дискуссия, которая будет касаться уже не только того, что я говорила, а того, как вы это видите, в том числе в тех языках, которые, в ваших языках. И я хочу начать с того, что хочу нас всех поздравить. Вчера был день родных языков. Вот этот международный день, может быть, он не так как-то широко празднуется. Я даже не помню, на самом деле, когда его ввели. Мне кажется, относительно недавно была ЮНЕСКОвская инициатива. 25 лет назад. Ах, 25 лет назад! О, вот это да! Это чудесно. И, в общем, я нас всех с этим поздравляю. Я начну, сейчас, секунду, показывать экран и сделаю, чтобы у нас была возможность... Я маленькое видео хочу показать, поэтому хочу, чтобы была возможность потом... Так, слышно ли, видно ли мой экран сейчас? Экран видно, да. Отлично, спасибо большое. Так что я теперь не вижу участников, но, наверное, я увижу, если кто-то пишет в чат или просто поднимает руку, или на самом деле можно просто даже голосом перебивать. Действительно немного, и мы не запутаем Zoom окончательно. Оп. И вот так вот называется то, о чем я сегодня собираюсь говорить. На самом деле я хочу говорить о том, что как именно при том, что при языковом активизме и ревитализации задача ревитализации это увеличение числа новых говорящих, ну и расширение сфер, в которых используется язык, и некоторые другие задачи, но прежде всего это увеличение числа коммуникаций на этом языке и числа говорящих, которые его используют. И при этой новой и важной задаче, и при этом новом количестве пользователей языка возникает проблема с тем, что, собственно, происходит с языком и меняется ли он. Вот. Что вообще, когда мы говорим про ревитализацию, мы изначально имеем дело с тем, что что-то пошло не так, и у нас есть ситуация языкового сдвига, и понятно, что передача языка вне семьи –
Это на самом деле, о котором я сегодня буду говорить, о том, что бывает, когда люди выучивают язык как-то вот иначе, другими способами. Или, по крайней мере, сильно увеличивают свою компетенцию, опираясь на какое-то пассивное знание, которое у них было в семье. Понятно, что в целом все это не от хорошей жизни. Что, как пишут классики изучения языкового сдвига, в целом для сохранения языка важнее всего, конечно, семья, ну и какие-то ближайшие связи. То есть, конечно, школа и другие формальные механизмы, которые позволяют выучить язык тем, кто не выучили его в семье, это, ну, какой-то такой вот костыль, такая как бы опора для тех сообществ, где почему-то языковая трансмиссия нарушена оказалась. Фишман, в частности, говорит, что задачи должны быть вообще на самом деле разные, но вообще формальное образование, оно как раз лучше работает, естественно, когда это ранние стадии языкового сдвига, когда, ну, там старшее поколение говорит, а младшее там отвечает на доминирующем языке, но, в принципе, тоже понимает или что-нибудь такое. Потому что понятно, что есть как бы вот эти те дрожжи, то знание языка, и то языковое окружение, на которое все могут опереться при этом. Вот. Но при этом понятно, что программы ревитализации начинаются с очень как бы разной точки. Бывает, что мы хотим поддержать язык, когда, собственно, мы даже не называем это ревитализацией, а говорим о там, сохранении, о поддержке, maintenance. То есть мы считаем, что там, ну вот чего-то недостаточно, может быть, там недостаточно он в каких-то сферах используется, или дети предпочитают мультики смотреть там не на этом языке, а на другом, и значит, надо бы больше им контента или еще что-нибудь. Но при этом, конечно, бывает так, что люди спохватываются и начинают что-то делать для языка, когда языковой сдвиг зашел довольно далеко, и в частности у детей нет естественной возможности через семью и через там, игры с другими детьми освоить язык. И это, к сожалению, довольно типичная ситуация для очень многих языков. К счастью, не для гагаузского, но на самом деле для многих. Опять же, она тоже может быть, ну, разной, то есть это не бывает одновременно. Понятно, что всегда в сообществе останутся какие-то деревни, где, например, все равно с детьми говорят, или какие-то семьи, где говорят. Но в целом понятно, что бывает такая ситуация, когда уже сказать, что пускай дети учат язык с родителями, не поможет, потому что родители сами говорить не могут. Самое лучшее, что можно в этих случаях сделать, это, ну, как бы максимально создать что-то похожее на семью. Точнее, не на семью, на коммуникацию взрослого и ребенка. Мне кажется, что на одном из гагаузских семинаров выступала Аника Пасанен или нет? Да, на одном из первых. Вот, видишь, как я правильно помню. И рассказывала, ну и, наверное, вы во многих других как бы контекстах могли слушать об этой методике. Она не для, изначально была для, использовалась в разных регионах, в частности, в Новой Зеландии и так далее, но для разных языков она использовалась удачно. И вот один из примеров это для саамского. Аника Пасанен использовала для Иннари саамского, одного из саамских. Вот. И это как бы надо понимать, что эта методика это в каком-то смысле такое очень медленная работа и не такая, может быть, эффектная. И она меняет жизнь того человека, который решает заниматься этим. Например, сама Аника не носительница Иннари Саамского, но когда она стала этим заниматься, ее дети тоже пошли вот в это языковое гнездо на саамском, выучили саамский и так далее. И саамский стал тоже вот для них таким семейным языком. Это ситуация, когда, если кто-то не помнит, я напомню, что это когда создается естественная ситуация, при которой взрослые
все время разговаривают на самском. Если это не могут быть взрослые в семье, то это вот какой-то аналог, похожий на детский садик, или какой-то вот такой детский центр, где дети знают, что вот эти взрослые говорят с ними на самском, ну или любом другом языке, гагаузском или карельском, или еще каком-нибудь, который вот является целью языкового гнезда. Дети могут отвечать на любом языке, но, соответственно, они все время слышат и в естественных нормальных контекстах, в которых язык и усваивается. Вроде там «иди помой руки», «а у нас сегодня на обед там то-то» и так далее. И если хотите почитать больше про это, то вот, мне кажется, очень хорошая книжка, которую сделала Наталья Антонова по опыту карельского языка. И тоже она подчеркивает, что это как бы очень, ну, длительный и трудоемкий процесс. Ну, фактически вот она живет в этом языковом гнезде. Для нее было важно передавать ее язык, но в целом это то, на что можно потратить целую жизнь. Какие-то формы, которые э, похожи на языковое гнездо, но не совсем то, но которые проще реализовать, потому что языковое гнездо действительно требует очень, ну, большой, трудоемкой и многолетней, главной, работы. Вот. Это такие программы погружения, опять-таки, для детских садиков. Вот, например, для гагаузского программа «Антенн». Я не знаю, если у нас кто-нибудь Гюлю нет, но, может быть, кто-то есть из слушателей, кто знает о ней больше, как она реально работает. Я не могу сориентироваться по составу участников, поэтому если действительно такие люди есть, то дайте как-то о себе знать. Или, может быть, уже в процессе дискуссии мы это обнаружим. Ну, может быть, да. Давайте. Соответственно, ну, вот такая форма, насколько я могла судить по тому, что было написано на сайте этой программы, она тоже хороша, потому что это самое раннее погружение. Это все-таки, опять же, детский садиковского возраста дети, которые хорошо, естественно, усваивают язык. Но это немножечко больше похоже на такие как бы традиционные занятия. Вот. Не когда вот весь день просто в садике с ребенком разговаривают, помой руки говорят на гагаузском, а когда вот есть специальное какое-то занятие, вот сейчас мы занимаемся гагаузским языком. В случае с маленькими детьми это всегда гораздо хуже работает. Ну и в целом для изучения языка такое не инструментальное, а как бы специальное занятие языком, изучение языка как деятельность всегда гораздо менее эффективно. Другая хорошая методика, я рада, что тут есть Аржана, одна из переводчиц этого проекта, который делали вместе вот много авторов, которые переводили и, в общем, адаптировали книжку Хинтон. Это про то, как для взрослых могут быть реконструированы такие естественные контексты, тоже, может быть, там потом Аржан или кто-то скажет, но понятно, что тоже во главе угла лежит какая-то совместная деятельность, и главное, что язык у нас как бы не цель, а в какой-то степени средство. То есть понятно, что это тоже цель, если люди согласились участвовать в этом, но у нас есть еще какая-то вот задача. Например, там пекарь учит другого человека печь пироги. Или там традиционные какие-то ремесла. Просто вот все это происходит на том языке, на который хочется и передать. Вот. Ну, или все, что связано с с каким-то движением, с тем, чтобы там максимально было меньше перевода, а больше вот чего-то, что люди делают, и потом вспоминают слова, как бы, и выражения, и язык э, как-то на кончиках пальцев. Tacit knowledge образуется. А, Это все очень хорошие формы, но мы знаем, что для большинства языков работают совсем другие механизмы, и в реальности чаще всего бывают просто уроки языка. Довольно много уже написано про то, что, ну, они далеко не всегда эффективны, что как бы с одной стороны, ну, вот есть много книг, которые там
Хорнбергер и у других, которые просто начинают, называются там, а вообще как бы школа может спасти миноритарный язык. Вот. Ну и вообще как бы пытаются понять, насколько школьные занятия осмысленны. Если кратко, то в общем идея в том, что ну, очень хорошо, что хоть какой-то доступ к языку есть. Для престижа языков, для иерархии языков очень важно, невозможно преувеличить значение того, что все-таки вот в школе он есть, у него есть там письменная норма, учебники, уроки, но эффективность этого может быть очень невысока, ну, как, собственно, любыми другими школьными уроками. Я не знаю, если сейчас кому-нибудь из нас предложить написать контрольную по органической химии за 10 класс, много ли мы напишем, если потом больше никогда не возвращались к этой теме. Соответственно, есть какие-то вещи в сообществе, которые вот это вот изучение языка могут поддержать. Есть такое понятие комодификация языка, как бы такая его материализация, что ли, когда он делается ценностью. Это звучит немножко, может быть, как-то, ну, иронически, нет, не иронически, но как-то, в общем, может быть, сначала отталкивающе, что это какое-то вот не такое, как бы не настоящая приверженность своему языку, готовность много делать просто так для родного языка, а некоторая как бы выгода от этого языка. Но на самом деле надо понимать, что помимо людей, для которых вот эти символические ценности родного языка действительно очень большое место занимают в жизни, или помимо фриков и лингвистов, которые просто любят языки, вообще-то большинство людей очень редко делают что-то, когда им, ну, это не приносит какой-то непосредственной пользы повседневной. По крайней мере, редко делают для этого много, регулярно, ежедневно. А мы понимаем, что изучение языка это, ну, тяжелая ежедневная работа, часто бывает. И вот эта вот идея материализации, комодификации языка, а, когда язык внезапно, она очень такая характерная для нашего времени, когда в условиях глобализации при этом начинает цениться все как бы традиционное. Часто это не то чтобы традиционное какое-то изобретение традиции, когда создается там, не знаю, например, этнографические деревни для туристов, и понятно, что их аутентичность как бы для настоящих носителей может быть немножечко сомнительной, но при этом они подстегивают каких-то людей больше использовать язык, потому что туристы ожидают увидеть, что там говорят на своем языке, или приедут люди с корнями и хотят тоже говорить на родном языке, вспомнить свое детство или что-нибудь такое. Очень большое место занимает для некоторых регионов, для некоторых культур. Я очень много занималась калмыцким, и индустрия свадеб, там это целая, как бы прям действительно индустрия, большая очень статья расходов для семей, и возможность подрабатывать на свадьбах, а в какой-то момент действительно что-то переломилось в обществе, стало принято, чтобы обязательно как бы, часть свадьбы все-таки, пусть небольшая, проходила на калмыцком, даже если не все участники хорошо знают калмыцкий, иногда они выходят и говорят там, ну, явно что-то заученное по бумажке какой-то юряль, или, или просто слушают, как что делают, или поют. И в том числе для некоторых это становится стимулом изучения, ну или не стимулом языка, дополнительным таким, может быть, не стимулом, а скорее таким дополнительным бонусом. Затем, вот, например, женщина рассказывает про ее сына молодого, сама она очень плохо говорит язык, знает язык почти не знает, практически, поэтому в семье с ним не говорили, но сын учился в школе, то есть, казалось бы, вот эти уроки, про которые много говорят, что они неэффективны,
Вот в его случае они были как-то более эффективными, а затем он подрабатывал ведущим разных мероприятий, ну, студенческих, ну и в том числе вот свадеб. И это был его такой студенческий молодежный доход. Или вот пример из другого региона, другого языка, с бурятским. Женщина, которая работает репетиторкой, дает частные уроки бурятского, объясняет, что среди взрослых, которые приходят к ней учиться, бывают люди, которые, ну, просто хотят вспомнить, часто уже во взрослом, пожилом возрасте, вернуться к своему языку. Иногда это молодые родители, которые хотят общаться со своими детьми, начать на бурятском. Но еще есть люди, которые идут в это с профессиональной мотивацией, потому что они имеют отношение там, к целительству или шаманству. И для работы в этой области все ожидают, что, ну, во-первых, вот она предлагает интерпретацию, что так надо общаться с духами, но главное, что клиенты и люди, которые обращаются за помощью, соответственно, ожидают, что шаман или целитель будет способен говорить не только на русском, но и на бурятском. Соответственно, это оказывается достаточной мотивацией, чтобы человек не просто учил язык, но и платил деньги за то, чтобы ему эти уроки давали. При том, что вот эта вот выгода, ну, она звучит так, на самом деле, иногда немножечко для самих носителей, которые хорошо владеют языком, немножко иронически, а, что вот там курсы калмыцкого, чтобы там тамадой могли работать или что-нибудь такое. Надо понимать, что это на самом деле очень важная мотивация, и она повышает возможность того, что люди будут учить язык и использовать, даже если они не будут дальше работать, условно говоря, тамадой, просто мысль, что у них есть какой-то ответ на вопрос, зачем тебе твой язык, кроме того, что, ну, это там моя связь с моими предками, там, или какая-то символическая ценность, но и вот какой-то такой материалистический ответ, монетарный. Это довольно важно для сообщества. Ну вот, чтобы показать, насколько, например, для калмыцкого сообщества это важно, это шутки про то, как это короткие видео, где один и тот же человек играет разных людей. Соответственно, здесь он играет племянника, который плохо владеет языком, но хочет заработать на свадьбе и выучил, и дядю, который его получает. Скажите, если будет не слышен звук при трансляции? Может быть, я сделаю громче. Да. Слышно было хорошо. Слышно было, да? Ага. Я на всякий случай сделаю погромче чуть. Я, короче, там шаваш выучил. Будем плохо сонгстна. Шары гарага домбриг, шавн бәж цокита, сахын бичкин гүдін, шағар молжита. Шары гарага домбриг, шавн бәж цокита. Кто так поет? Ой, залу көвек şu чаңғур керек-та, тем более это мана шаваш же. Ой, на свадьбе так будешь петь, тебе никто мемгін не даст. Ой, халя, надо халя керек-та. Ой, вечно бахчу, постоянно надо вам показывать. Негін, Хорgun, şırda olsun şırda dotu şilven arne gida dotu şarnuğun követ bille şarne gida dotu hedris savadı şarı karga dombarıgı şavdın beri gita sakın biçkününü güdün şar molcita hersle hedris savadı tereke dotu tavşı dotu tuşa dotu molcu dotu holka dotu tavşı dotu hat işkı çarı kağı toğlışkı çoğağı toğlışkı hersle hedris savadı. Ну вот, дальше он потом еще шутит на тему, там маленький кусочек видео, как он шутит на тему, что деньги дальше пополам делим. Но вот эта идея, что как бы аутентичное произнесение, естественность в калмыцком и вообще понимание, традиции понимания того, что язык здесь, значит, что это как бы монетизированная вещь, что за это дадут или не дадут деньги. Понятно, что это
как бы анекдотическое видео, юмористическое, но оно как раз подчеркивает, что вот как бы вот эта тема как-то прорабатывается в сообществе, и люди думают о том, что ну и возникает вот эта как бы вот эта потребность, в том числе у молодых людей, очевидно, там, не владеющих традицией и языком, что-то выучить, может быть, просто зазубрить, может быть, там начать разбираться, может быть, начать, не знаю, лучше понимать ситуацию. Но, по крайней мере, это работает как стимул. Что, наоборот, мешает? Вот это, на самом деле, мне кажется, большая очень проблема, особенно для многих, на самом деле, сообществ коренных, но, конечно, еще, мне кажется, на постсоветском пространстве и для гагаузского это, наверное, тоже важно, оказывается, как и для других постсоветских сообществ, социалистических, как бы очень большая культура стандартного языка и чистого языка, и очень много критики. Как бы считается, что можно начинать говорить язык на языке, только когда ты говоришь на нем идеально. Вот совсем хорошо. Вот, например, преподаватель на бесплатных курсах языка калмыцкого в Хуруле для взрослых говорит, что люди молчат и стесняются что-то произнести. То есть они вроде бы пришли учить язык. Это их мотивация, они хотят. Но они стесняются читать, там, прочесть вслух или сказать что-то, потому что боятся, что их сейчас будут критиковать и будут смеяться, что они неправильно говорить. И очевидно, что это гораздо хуже для изучения языка. То есть, на самом деле, невозможно начать учить язык, если ты не начнешь говорить с ошибками. Там. И вроде бы как бы курсы должны быть безопасным пространством. Человек пришел на курс, он заранее признал, что он не знает языка и хочет, или знает его недостаточно, и хочет улучшить свое владение, но нет, даже там он или она ощущает вот это давление, что говорить надо не так, как они говорят, а сразу идеально и хорошо. При этом это часто такая неосознаваемая и очень, очень сильно давящая в сообществе идея, обращенная именно к собственным родственникам или молодым людям из своей деревни. То есть я наблюдала, как, например, если приезжают кто-то городские лестинские, то, если они плохо говорят по-калмыцки, хоть как-то стараются, скорее оценивается хорошо. Особенно, например, там вот один мальчик, который учился в Листе, но приезжал в деревню и старался говорить особенно на точках старался говорить на калмыцком, это всегда оценивалось очень положительно. А все, кто как бы живут с тобой здесь, предполагается, что они должны начать говорить на родном языке как-то по умолчанию, даже если сами люди не говорили с ними в детстве. И если они делают это плохо, то это вызывает там гнев, раздражение. Еще одна ситуация, которая меня поразила, мой калмыцкий довольно так себе, особенно произношение. И я помню, что я сидела с пожилой респонденткой, и зашел ее внук, она сразу переключилась на русский, и с ним стала говорить по-русски. Я спросила, а с ним ты чего говорите по-русски? Он же как бы, да, он по-калмыцки плохо говорит. Говорю, если вы будете с ним говорить, больше будет лучше, наверное, говорить. Не, он по-калмыцки говорит крывом, рывы, типа тебя. При этом, как бы вежливость и гостеприимство предполагает, что со мной она разговаривает, даже если разговаривает плохо, криво и нехорошо на калмыцком, она ждет, пока я вспомню слово, пока я там попробую, в общем, даже если некрасиво произношу. А по отношению к внуку она испытывает только гнев и раздражение, и совершенно не готова с ним коммуницировать, хотя, в принципе, он есть у нее под рукой каждый день, и его знание калмыцкого, несомненно, и произношение улучшилось бы, если бы она стала с ним общаться. Вот. И, соответственно, дискуссии, когда люди пытаются идти друг другу навстречу, вот здесь пример цитаты на форуме, это то, что может позволить сообществу как-то начать отходить от этого.
другая сторона вот этой культуры стыда и критики связана с тем, что очень много сосредоточенности во многих сообществах, где где есть давняя традиция, такая относительно давняя традиция письменности, очень много сосредоточенности на орфографии. Вот. И вот видите, там два примера, комментируют не смысл, а без запроса говорят, что тетя по материнской линии пишется не га-га, а га-га, но на самом деле можно было бы писать что-то по делу, а не по поводу того, какая там буква. Или вот то же самое переписка девушки, которая она повесила в Инстаграме, поэтому это уже публично, как она хочет переписываться со своей мамой, чтобы вспоминать калмыцкий. Но в какой-то момент мама реагирует на то, что она пишет неправильно, при этом еще и переходит сразу же на русский. То есть ее вот металингвистический комментарий, что писать без буквы «д», он он сразу же на русский. Вот. И это, конечно, с одной стороны, здорово стараться соблюдать орфографическую традицию, стараться сделать так, чтобы люди все писали в интернете хорошо, но, с другой стороны, наверное, это тоже останавливает и такой фактор, который препятствует тому, чтобы люди писали что-то, если они сознательно ожидают критики и того, что будут оценивать не их содержание, их сообщений, а как они передают звук, для которых у них сейчас под рукой нет раскладки, или если они действительно делают ошибку или что-нибудь такое. Вот. Если говорить о том, что получается в результате разных формальных процедур изучения, то есть так называемые новые носители или новые говорящие. Это на самом деле очень широкая категория, куда попадают люди, которыми, например, в детстве говорили, потом как-то доступ к языку прекратился, например, родители переехали в город или что-нибудь такое, а затем во взрослом возрасте они хотят улучшить свое знание языка. В этом смысле они близки, то же самое, что так называемые этажные носители. Или это могут быть просто люди, которые выучили язык, не связанные с ними этническим образом никак, просто из желания говорить на этом языке, чтобы он стал для них важен. Или это язык их предков, но с ними никогда на нем не говорили. Или говорили немного, и все-таки основной input, основной источник языка для них это формальное образование. Короче говоря, все формы несемейной, или не преимущественно семейной языковой трансмиссии, это то, что приводит к появлению новых говорящих или новых носителей. И часто в сообществах есть специальные слова. Вот я не произнесу, как называются новоговорящие на баскском, но вот для удмуртского суробажо это те, кто говорят на таком смешанном языке, или в калмыкии балдыры, это в смысле обычно потомки смешанных браков калмыков с кем-то, но про балдырский язык могут сказать как раз не в смысле, что на нем говорит человек, который не чисто калмыцкого происхождения, а что говорит, что это смешанный язык просто. Вот. И довольно часто их выделяют в какую-то такую отдельную группу в самом сообществе и не всегда считают носителями. Вот в чем проблема. Да, спасибо за... Не успеваю читать чат, поэтому, наверное, уже вернусь. При этом, вот хорошо, что здесь вспомнили о пороках в чате, потому что важно сказать, что, вообще-то говоря, новые носители могут достигнуть очень высокого или идеального владения. Более того, могут стать языковой моделью для других поколений, других людей. В целом, то, что человек
ну, не говорил непрерывно с рождения все время на родном языке, а у него были какие-то вот перерывы и какое-то стремление вернуться к языку во взрослом возрасте, вообще-то говоря, само по себе совершенно не препятствует идеальному владению. Это зависит от желания человека прежде всего, немножко еще от там, языковых способностей, памяти, когнитивных каких-то вещей. Но в целом такое, ну, как бы это само по себе ничего не говорит о, так сказать, о том языке, на котором человек говорит. При этом у части новых носителей вообще-то он все-таки отличается. И для лингвистов и для носителей языков вообще-то очень важно понять, насколько на самом деле отличается язык тех, кто учили его не в семье. Если брать не предельные случаи, не особо способных людей к языкам, или которые действительно приложили очень много усилий и потратили много времени, а так вот в среднем по больнице, что получается, если у нас вот уже несколько поколений гельские в Ирландии учат в школе, а в семьях за пределами вот небольшой части Галуэва, которая называется Галтах, как бы сельского сообщества, на самом деле с этим хуже. Если мы сейчас посмотрим не с точки зрения того, насколько это правильный, неправильный язык, не прескриптивных установок, а с точки зрения того, как, собственно, будут выглядеть языковые изменения в тот момент, когда количество новых носителей будет значительным. А надо понимать, что как люди, которые занимаются ревитализацией языков, мы надеемся, что в какой-то момент будет все больше и больше новых носителей. Мы надеемся также, что потом они будут образовывать семьи с другими новыми носителями и уже общаться с детьми в семье, и будет восстанавливаться языковая трансмиссия. Но, в общем, первый этап, первые задачи ревитализации – это сделать так, чтобы не то чтобы все между собой поженились и общались дальше с детьми, а все-таки, чтобы люди выучили язык, и чтобы количество этих носителей становилось больше и больше. Интересно, что вот эта тема про структурные изменения в языках новых носителей, она очень мало изучена, и мне кажется, что это то, о чем как бы лингвистика и социолингвистика в ближайшие десятилетия будет думать много. Я вижу большой интерес к этой теме, потому что, ну, вообще-то это тот язык, как бы в структурном смысле, который мы получим для многих миноритарных языков через 20, 30, 50 лет, когда традиционных носителей может уже не остаться совсем для многих языков, да, и будут только новые носители, которые в разной степени как бы становятся уже просто носителями, в том числе теми, которые говорят со своими детьми. Вот. Но хорошо бы понимать, насколько стремительно тогда происходят языковые изменения и какие. Можем ли мы говорить о том, что язык новых носителей обладает какими-то общими типологическими особенностями, что, я не знаю, что у всех новых носителей в разных языках, не знаю, другой порядок слов, или наоборот, что что-то оказывается устойчивым. Или мы имеем дело с просто очень большой вариативностью диалектной, которая похожа на то, как люди учат новый язык, а потом она сводится и становится больше похожа на то, как язык был традиционным. Тут пока вообще нет никаких общих ответов. Из того, что я знаю по литературе, очень большое отличие между ситуациями, когда возрождение происходит с нуля. Помните, я вначале говорила, что на самом деле бывает, что ревитализация запускается в том числе, когда фактически язык уснул, когда нет ни одного носителя. И понятно, что тогда это очень сильно ограниченные возможности для возрождения. И в ситуации, когда традиционные носители есть, в разной степени владеющие языком. Но тут, естественно, огромное разнообразие вариантов в зависимости от того, сколько им,
Есть ли они там только в глухой деревне, нужно специально поехать и там найти 90-летних стариков, или они есть везде рядом под боком. Если ты начнешь там собственной мамой переписывать по-калмыцки, то, пожалуйста. Хотят ли они, готовы ли они общаться с новыми носителями, или говорят, что вы разговаривать не умеете, криво разговаривать, идите. Мы только с теми, кто очень хорошо говорит на нашем языке, разговариваем, или с иностранцами. Вот, и так далее. Но если говорить про возрождение совсем с нуля, вот есть пример Корнского в Корнуолле, это один из кельтских. Там он действительно, ну, в общем, я не знаю, умер, и мы сейчас не говорим, что языки умирают, но хорошо, он полностью, в общем, передача его прекратилась, по-видимому, в конце XVIII века или на рубеже XVIII-XIX, там датируется разный последний носитель. Но в XX веке все время были попытки как бы, говорить о Корнском, там, составлять какие-то описания, и во второй половине XX века появилось много языковых активистов, и в частности один языковой активист, который составил учебник, который тоже как бы общего Корнского, который некоторая, ну, абстракция, потому что, во-первых, уже не было носителей, во-вторых, по описаниям составлялись, ну, такой, ну как бы, как любая кодификация, как любое создание нормы общего языка, ну, на диалектном каком-то континууме. Но тут это еще было без говорящих. Вот. При этом мы видим, что, в общем, с конца 20 века, ну, на самом деле, со второй половины 20 века, и вот сейчас активно идет возрождение Корнского, особенно последние десятилетия. Он используется в СМИ, есть радио на корнском, в языковом ландшафте, и есть преподавание корнского в дошкольных и в школах, в садиках и в школах Корнуолла. И там сейчас, по разным данным, 3-3,5 тысячи носителей, в разной степени владеющих языком. Естественно, это нельзя сказать, что это прям для них доминирующий язык, но тем не менее. При этом в этом, в общем-то, небольшом сообществе немедленно начались, да, в этом случае, конечно, на самом деле про Корнский, когда пишут, не случайно, что несколько вот книжек, которые рассматривают Корнский, они его рассматривают близко к дотракийскому. То есть это, конечно, на самом деле уже ну, немножко близко к искусственным языкам, сконструированным языкам. Но, с другой стороны, если люди любят корнский язык, хотят его использовать, все-таки у них есть довольно много текстов, оставшихся старых, и у них есть данные других кельтских языков. Да, у них большие проблемы с произношением прежде всего, и они даже поделились, там есть два враждующих лагеря, в зависимости от того, как там нужно произносить. И, в общем, аргументы у тех и других довольно бессмысленные, потому что действительно нет ни одного аудиозаписи возможности. То есть они опираются на исторические всякие конструкции кельтских языков. Вот. Но при этом это же существует, и мы видим, что люди говорят, и что вполне возможно, что если они захотят, да, есть корпус текстов, вот, опять же, корпус текстов мало что скажет нам о том, на самом деле, как звучит язык и как это должно быть. Но, в принципе, на нем сейчас производят разную продукцию. Вот я говорила про медиа, вот еще, смотрите, научная статья на корнском, тут экстракт на английском, но статья на корнском. Опять же, как-то люди придумывают, в том числе лингвистические термины для описания этого. В каком-то смысле, хорошо, иврит тоже, сконструированный язык, но мы же сейчас понимаем, что иврит существует, развивается, и с ним, в общем, мы не можем назвать его исчезающим языком, с ним все благополучно достаточно. Вот. То есть тут понятно, что это некоторые экстремальные случаи, но и, слава богу, большинство языков, с которыми мы имеем дело, в том числе гагаузский, не находятся в такой ситуации. Слава богу, мы можем
начинать с гораздо более хорошей точки. Это значит, что стоит похватиться раньше. Но утешительный момент, что даже когда дело зашло достаточно далеко, если у нас есть документация, в худшем случае просто тексты, в лучшем случае все-таки для тех случаев, когда уже речь идет про 19, ну, конец 19-20 век, аудиозаписи какие-то, в принципе, можно восстанавливать язык, хотя понятно, что вот, например, язык там тоже он считается уснувшим, считается, что носителей толком нет, но при этом есть статьи, что это один из силуанских, что там Чевере, и на разных причем его диалектах есть новые носители, они учат. Ну, скорее всего, тоже это скорее символическое использование языка, там какие-то фразы, песни и так далее. Но при этом в целом у них есть на что опереться, потому что какие-то записи фольклора аудио были, и последний носитель умер в 1996 году, это не так давно, это, в принципе, на памяти, ну, как бы, даже молодых ныне живущих. Но при этом они, ну, как бы тоже проблема в том, что когда они учат этот язык, они произносят его в соответствии с орфографией, как записано, в большей степени, потому что, ну, аудиозаписи это скорее фольклорные тексты, там не будет начитанного словаря с произношением основных слов. Вот. И это, конечно, очень затрудняет. Слава богу, что мы все находимся не здесь. Но, с другой стороны, вот вопрос, что происходит в сообществах, где вроде бы все не так. Не Корнский, не Чевере, а языки, для которых много носителей. Вот я упомянула ирландский, но он такой как бы тоже прототипический пример, может быть, ну, как бы того, что ревитализация не так быстро дает плоды, но какие-то дает. При этом есть, с одной стороны, барьеры тоже между традиционными носителями и новыми носителями, но, с другой стороны, все-таки они могут общаться, есть какой-то общий медиа-контент, есть возможность обращаться к языку и больше оказываться вот в каком-то таком пространстве использования языка. Бывает, что в сообществе жестче. Например, на острове Гернси там нормандский, один из романских, вот они с новыми носителями не общались, считая, что те просто вообще никуда не годятся как носители, по словам тех, кто описывали эту ситуацию. И они просто две автономные комьюнити, в которых новые носители как-то сами вот по литературе, по текстам и по записям учат язык, а отдельно существуют старики, которые говорят на настоящем, красивом, хорошем гернсийском, и вот это какие-то не пересекающиеся множества. Это, конечно, очевидно, очень плохая история для ревитализации. При этом надо сказать, что и сами новые носители языка, они могут стремиться обособиться. То есть бывают разные стратегии. Бывают, когда они учат язык для того, чтобы дальше больше общаться с другими носителями, традиционными в том числе. Вот. И в целом, для многих сообществ, где есть еще возможность общения, эта ситуация выглядит примерно так, что люди подтягивают свой язык, и в момент, когда они его немножко стали получше знать, или как способ подтянуть язык, они просто начинают больше общаться там, с родителями, если родители уже не говорят, то с бабушками и с дедушками, или там, с пожилыми соседями своих родителей, или еще как-то. Вот. И находят себе каких-то собеседников, прежде всего из других поколений, других возрастных групп, обеспечивая тем самым вот эту трансмиссию, которая как бы нарушилась и сломалась в детстве, вот тут в каком-то виде восстанавливается. И в том числе выражения, которые используют там более старшее поколение, вот они не уходят, а остаются у этих людей. И понятно, что происходит какая-то унификация языка в этом смысле. Языковые изменения тоже идут, но не так стремительно. Но при этом бывает, что молодые носители сами, отчасти из-за того, что вот есть эта критика со стороны традиционных носителей, отчасти потому, что им просто комфортнее, как-то хочется попробовать, или у них есть какая-то своя идентичность, они начинают
ну, чаще как бы специально подчеркивать, что вот это их специально такой вариант, на котором вот они между собой говорят. Мы здесь вот так говорим на языке X в интернете. Или вот в статье, которую я сейчас покажу, там про Льюис, я не помню, это полуостров или остров. В общем, там в Глазго такой более традиционный диалект, там в Шотландии был традиционный диалект гельского, а в Глазго живут носители, которые говорят, как они, как сказать, ну, как, в общем, они у себя разговаривают, отчасти потому, что у них, может быть, мало контактов с настоящими как бы носителями, как они есть, отчасти потому, что вот они в интервью подчеркивают, что им нравится, что вот здесь вот говорят так, и мы привыкли. Вот здесь прежде всего действительно, ну, здесь фонетическое исследование, здесь они смотрели, как в произношении они брали тех, кто традиционные пожилые носители в Льюисе, там же молодые и те, которые в Глазго. И в некоторых случаях мы видим, что здесь это просто, ну, как бы просто типа диахронические изменения. Это не вот эти городские носители шотландского гельского начинают использовать какую-то норму, ну, мы видим, что вот у тех, которые старые носители традиционные, вот у них так, ну, а у молодых вот этих примерно одинаково. Ну, немножко еще как-то вот, в общем, это самое. А в других кусочках их системы, которые я тут не перевела табличку, ну, в общем, там было действительно классическое, что как бы вот старые в Льюисе говорят так, молодые в Льюисе, да, немножко так вот где-то посередине, а Глазго, вот у них появляется свое произношение, оно даже уже осознается ими, является маркером произношения, ну, приводя к какой-то большей вариативности, с одной стороны, вариативности, я имею в виду региональной, диалектной, там, какой-то социальной, но, с другой стороны, способствуя вот тем самым изменениям, про которые я говорю, безоценочно сейчас, не то, что хорошо или плохо, а просто пытаюсь вот понять, каким будет у нас язык, языки, которые мы возрождаем через 20, 30, 50 лет. Соответственно, пока что про таких общих вещей мало можно сказать. Видно, что высокая вариативность и вопрос, который я пока не знаю ответа, потом она сглаживается, то есть люди потом начинают больше использовать язык и, ну, в общем, адаптируются, и вариативность снижается, или так вот это как бы, ну, и вырабатывается какой-то вариант, который в сообществе используется, или нет. Влияет идентичность, вот как локальная вот, в случае с Глазго. Влияет контекст, вот в исследовании молодых носителей новых носителей баскского языка, там было показано, что они, желая как бы демонстрировать более аутентичное поведение или там разговаривать на какие-то темы или что-то такое, так как социолингвистическая вариативность, использовали чаще дифференцированное маркирование объекта. Влияет, как сказать, время использования языка. Мы для некоторых случаев можем уже наблюдать, там, как человек, условно говоря, 20 или 30 лет назад был новым носителем, а сейчас, в общем, уже просто очень, просто носитель. И, естественно, чем дольше, ну, тем больше происходит какая-то унификация моделей и генерализация синтаксических моделей, ну, и не только синтаксических. Вот. Влияет контакт с разными носителями. Например, в сообществах, где все-таки, ну, оказывается, что да, ты можешь после этого контактировать, опять же, будет зависеть от того, человек обращается только к своим родственникам, или, например, вот один из языковых активистов калмыцких почти, мне кажется, 18 лет назад, ему было тогда лет 16, я наблюдала, как он приезжал тоже как раз вот в поселок из города и общался не только с теми, кто связан
с ним родственными узами, но и вот с разными другими людьми. То есть он просто очень много ходил к бабушкам, он приезжал и ходил к старшему поколению. Это очень удивляло многих, ценилось, что вот он из города, а все равно так внимателен к пожилым людям и готов их слушать, и когда мы работали там в экспедиции, вместе с нами готов записывать, и вообще очень так вот интересуется и историей поселка, и опытом жизни людей, и хочет говорить на калмыцком. И его калмыцкий в 16 лет имел разные, например, там были э, кодирование сексуальных значений было не такое, как у традиционных носителей. Было видно, что это оно отличается. Вот. А сейчас его калмыцкий совсем другой. Вот все это время он его использовал, при этом еще учился потом в калмыцком отделении. Но дело даже не только вот в формальном обучении, а в том, как вот он много и сознательно старался его использовать, осознавая, что вот то, что он оказался в городе и не может, там нет калмыцкого языка, это для него проблема. И мы видим, что действительно, ну, сейчас это просто один из наиболее хорошо говорящих калмыцких людей. Вот. Хотя, конечно, все равно, возможно, есть какие-то особенности, которые мы увидим анмас, я имею в виду, ну, на большом количестве говорящих, когда, э, когда или если для каких-то языков у нас останется а, только, только новые носители. Вот. Наверное, я сейчас, наверное, на этом остановлюсь и хотела бы больше уже дискутировать и обсуждать. Вот. Давайте так. Да, спасибо, Влада. Коллеги, я прошу тех, у кого есть не обязательно вопросы, это могут быть комментарии, могут быть какие-то личные истории, в общем, любые реплики как-то обозначать себя, либо поднятием руки, либо в чате как-то маякните, короче говоря, дайте знать. Но пока вы думаете, тут небольшая была дискуссия в чате, я хочу прокомментировать, потому что буквально на днях я был как раз на конференции, и там обсуждалось, значит, ну, противопоставление, назовем в кавычках, искусственных и естественных языков. И, ну, понимаете, тут же какая история? Значит, любой язык, он как бы не существует в каком-то фиксированном виде. Да? Во-первых, начнем с того, что язык естественный, определение естественное применение к языку звучит немножко странно, потому что естественно могут быть там дождь или снег или оползень, да, то есть некоторые явления природы. А язык – это, в принципе, социальный конструкт. И дальше, когда он существует в обществе, то люди его достраивают. Какая-то терминология появляется, которой не было, какие-то изменения происходят. Это все некоторая деятельность человека, умственная. Да? В этом смысле любой язык является конструктом, ну просто по определению. А литературный язык так уж вообще, потому что создание литературного языка, кодификация, затем внедрение его в школы – это совершенно искусственный процесс, связанный с языковой политикой. И в этом смысле можно сказать, что все языки, они в той или иной степени конланги. И действительно, иврит – это как раз очень хороший пример того, когда у нас некоторая была сущность, которая была радикально изменена с помощью сознательного вмешательства человека. Вот, и получилось нечто такое, что сейчас уже хочется назвать естественным языком. Ну вот, короче говоря, здесь все очень сложно. Так, Елена, я вижу вашу руку, пожалуйста. Да, во-первых, спасибо огромное за доклад и за его организацию. Сейчас меня слышно? Да, у меня бардак, поэтому я не буду включать камеру. Я как раз занимаюсь кельтскими языками и была очень рада видеть множество примеров из них. И это очень интересно. Культура стыда, она, к сожалению, распространена значительно шире, чем постсоветское пространство. И те же проблемы существуют в разных изводах, в разных кельтских языках. Да, даже как бы носители небольшого корнского сообщества ухитряются замечательно между собой, значит, спорить и друг друга яростно не принимать. Потому что там проблема в том,
отчасти изначально в том, что именно мы восстанавливаем. Мы восстанавливаем больше среднекорнский, или мы восстанавливаем, от которого чуть больше памятников, или мы восстанавливаем скорее а, Корнский последнего времени его существования, 18 века, но там был очень сильный уже шифт в сторону английского, поэтому, в общем, там, конечно же, огромная проблема в том, из чего именно восстанавливать, и у этого есть разные, соответственно, сторонники и разные комьюнитис, которые яростно друг друга не принимают. Э, Очень интересно, и дальше, ну, валлийский язык, кажется, ему больше всего удалось запустить процесс к модификации. Мне очень понравилась эта идея. Там действительно выгодно в данный момент владеть валлийским языком, и для этого можно его учить. Даже если ты не из валлийской семьи, это действительно все существует. И там проблема новых носителей, не новых носителей стоит наименее остро. А вот в ирландском языке это тоже большая проблема, потому что, с одной стороны, это такое ощущение, что это две не всегда соприкасающиеся и очень сложно относящиеся к друг другу ам, сообщества традиционных носителей, которые, соответственно, еще очень сильно диалектно разделены. И об этом потом я задам вопрос, как это выглядит еще на постсоветском пространстве. А с другой стороны, есть новые носители, которые учат некий новый, созданный во второй половине 20 века стандарт. И со стороны носителей традиционных диалектов это довольно часто вызывает неприятие, и они даже объясняют, что они не очень их понимают или не хотят понимать. В общем, это и есть проблема. И особенно сильно это все происходит в бретонском, который тоже диалектально очень разный. Есть 4 диалектальные зоны, одна из которых совсем разная, и есть некий отличающийся от 3 других. Есть, опять же, некий искусственный поздний, стандарт, который учится. При этом языковой активизм в Британии, пожалуй, наиболее ярко представлен. Есть начавшиеся в 70-е годы школы D1, очень похожие на то, что вы описывали про языковые гнезда, где, начиная с детского сада и до сейчас старшей школы, дети учатся исключительно на бретонском, ну, с рядом предметов, где есть интернаты, соответственно. В общем, это такая вот закрытая система изучения языка, такая экосистема, которая, правда, производит носителей, которые у них очень есть мощное соотношение с тем, как собственная идентичность, даже подростки действительно честно говорят между собой, но они при этом считают, что те, кто говорят на традиционных бретонских языках, они говорят неправильно, они их поправляют, да, в общем, они действительно, кажется, не очень друг друга понимают. Это уже даже не некоторое демонстративное, ну, такое проявление идентичности, а действительно, кажется, там это 2 довольно сильно разных языка. Ну и при этом действительно среди лингвистов по-прежнему существуют какие-то огромные, ам, о вот, как бы, Клэр Нэнс и ко. Есть лингвисты, которые изучают эти новые, а, у варианты, но при этом есть, я бы сказала, пожалуй, большее количество в лингвистическом сообществе, кельтологическом, тех, кто считает, что это все абсолютно уже какие-то недостойные изучения лингвиста формы, при том, что вот мне кажется, вы поставили очень правильную высказали гипотезу, которая, мне кажется, подтвердится, что это будет явно изучение, одна из тем, которая будет очень активно изучаться в ближайшее время. Спасибо еще раз огромное. И вопрос мой, что происходит вот в этом сложнейшем поле ревитализации, преподавания и так далее с диалектами? Как это усложняет, упрощает картину? Спасибо.
Простите, что Спасибо так большое, долго. спасибо. Нет, очень хороший комментарий, тем более, что приятно, что среди нас нашелся специалистка по корнскому, и в смысле по кельтским, а не только по статьям. А, Спасибо. Вот то, о чем вы сказали про диалектную вариативность, ну, она, конечно, тоже как бы тяжело воздействует, потому что даже помимо как бы без ревитализации, даже без языкового сдвига, когда происходит выбор какого-то э, ну, диалекта в качестве основы литературного языка, стандартного языка, или там, если это не естественным образом происходит просто за счет того, что какой-то регион там богаче, там, города и так далее, а вот как-то ну, интенсифицируется, то, конечно, это всегда представляет проблему. А в сообществе, где вот ну и так язык дышит на ладан, к сожалению, очень часто бывает, что при этом люди начинают обсуждать в большей степени, какой диалект должен доминировать. И это, конечно, часто сковывает. С другой стороны, как раз вот новые носители и языковой активизм часто приводят э, к тому, что начинают как бы разные, ну, как бы скорее начинает вот это наддиалектное кайне образовываться. Эвенкийский распространен на, страшно сказать, сколько тысячах километров, огромная территория распространения, поэтому там очень большая диалектная различие, но при этом один из ведущих инстаграм-канала на эвенкийском говорил, что как раз к нему все время в комментариях приходят люди и обмениваются: ой, а у вас это называется так, а мы про это говорим так. И ну вот как бы находят кодировку, чтобы понимать друг друга и больше осведомлены об отличиях диалектов, чем те люди, которые традиционные носители, которые жили и другие диалекты слышали только а, ну, если они только куда-то поехали, то есть не так часто. Спасибо большое. Пожалуйста, Вячеслав Иванов. Слава. Так, кажется, у Славы завис интернет. Да, возможно. Что-то Сейчас говорили слышно. мне. Хорошо, давайте я тоже. Ну, про диалекты. Во-первых, Влада Вячеславовна, спасибо большое. Очень интересный рассказ. И по как раз каким-то очень волнующим меня темам. И хорошие примеры, и отечественные, и зарубежные, очень подробно по калмыцкой ситуации. По диалектам хочется сказать свое наблюдение, что диалекты ощущаются как бы злом традиционно, и в том числе среди местных миноритарных языков часто бывает такое отношение, что вот как бы больший диалект или основа литературного языка, обычно это один конкретный диалект, они как бы вот достойны какой-то поддержки и сохранения, а диалекты как бы мешают, а попытки что-то с ними делать, развивать на них литературу или провозглашать их языком воспринимаются как буквально сепаратизм, такое слово используется. Вот, и это, конечно, при том, что между диалектом и языком как бы, в общем-то, разницы существенной в общем-то и нет, особенно если есть письменная традиция на диалекте, да, то это вызывает очень такие странные, не всегда, что ли, уместные в силу того, что оба идиома в тяжелом состоянии, конфликты довольно тяжелые. Вот, и это я наблюдаю на осетинском телевидении довольно часто, когда, например, люди обсуждают образование на осетинском языке, а потом заходит речь о классах дегорского диалекта в отдельных школах Владикавказа, и несколько минут люди тратят на обсуждение уместности этого. И тут, конечно, неудивительно, что носители некоторых диалектов, среди них появляются люди, конечно, это не все, но как бы есть движение за то, чтобы переименовать, так сказать, диалект, язык, потому что языки сохранять хорошо, престижно, полезно, об этом много говорится, День родного языка и так далее, но Дня родного диалекта как бы нет, и, в общем-то, преодоление диалектной раздробленности часто подается как какая-то, ну, например, успех в случае, скажем, русского языка. Вот, что касается у меня есть очень интересный этический вопрос. Вы упомянули, что
для меня интересно, что очень важно, чтобы язык представлял ценность, да, чтобы были какие-то примеры людей, которые там проводят свадьбы, экскурсии, что-то делают на родном языке, ну, возможно, да, там национальные передачи где-то на радио, телевидении в идеале, что-то еще такое, и они заметные, престижные, у них есть, грубо говоря, зарплата или даже прям дополнительные серьезные доходы. Их пусть и мало, но тем не менее это какая-то история успеха, это очень важно. В то же время для очень многих людей действительно это для меня было в свое время не очевидно. И хорошо, что кто-то узнает об этом из лекции, а не на своем опыте, да, что когда я искал людей для ассистентской Википедии, я столкнулся там с первыми людьми, которые мне сказали, мне надо сначала доучить английский, а потом я буду писать ваши Википедии. Уже носители, хорошие носители при этом. Вот. Для меня это было удивительно сначала. Вот. Но потом я понял, что, ну, наверное, это, во-первых, естественно, во-вторых, такого очень много. Наверное, большая часть носителей так относятся к языку, который они как бы и не замечают, ну, они говорят с детства на нем, ну и что. Вот, в этой связи, когда я теперь вижу, у меня теперь в другую сторону стрелка качнулась, когда я вижу новости, например, что там где-то в Австралии какой-то поселок, и там, значит, ввели детям какое-то фактически обязательное преподавание языка, который они не знают. Вот, и у меня возникает вот этот теперь обратный вопрос, насколько это и вообще этично, да, то есть детям так тяжело, они представляют собой, да, они представители такой тяжелой группы, которая недопредставлена во власти и перепредставлена, да, например, в тюрьмах в Австралии. И при этом их еще нагружают дополнительным каким-то курсом, причем нет никакой обратной связи. Почему для нас должно быть очевидно, что все эти дети рады, да? И вот как преодолевать, как вообще с этим, не знаю, работать внутри себя, как вы для себя, например, решаете этот этический вопрос? Спасибо большое. У меня нет ответа. Спасибо про ценность. В идеале, конечно, вообще, на самом деле, ну, в идеале, там, когда есть, не знаю, государственные доплаты для тех, кто хочет работать в муниципальных органах и при этом еще владеет миноритарным языком, да, но понятно, что как бы, если это не работает или не всегда работает, то лучше, чтобы была вот эта выгода. Даже если это, например, приведет к таким вот как бы этническим предпринимателям, которые, ну, барабанили текст экскурсии на очень плохом языке. То есть лучше потерпеть, мне кажется, такой случай. С детьми, ну, дети вообще не любят учить языки, уроки языков. Я не знаю, покажите мне человека, который любит уроки английского языка в школе ребенка или уроки там, доминирующего языка, там, я не знаю, где там учат, что же пишет буквой «и». Тут это вопрос, что мы почему-то считаем, что это нужно. Вот, и дети, в общем, ну, просто действительно пассивные реципиенты. Но, с другой стороны, конечно, понятно, что вот эти языковые гнезда – это некоторый уход от таких уроков, где тебе там учат, ну, тоже в стиле «Шиши пишет с буквы «и», в смысле тебе прежде всего там писать, учат писать, делить за парту, вот. А это все-таки, ну, просто с ними общаются, и они отвечают. То есть это более естественная для них, как мне кажется, ситуация. Так, пожалуйста, Ержан Владимировна. Ой, здравствуйте, коллеги. Да, какая-то кто-то. Ага, здравствуйте. Да, рада видеть Владу. Большое спасибо, да, за интересный доклад. Вот, и вообще всегда интересно бывает, да, послушать. Вот, значит, у меня такой был комментарий, да, ну и как бы что-то типа вопроса там вот в конце, да. Вот комментарий вот касался вот коммодификации, да, вот этого вот аспекта. Ну вот сейчас вот как дело обстоит, да, с миноритарными языками, несмотря на то, что они как бы, ну, есть такая языковая идеология, да, что они ассоциируются там с бедностью там и так далее, да, надо учить там доминирующий язык там и тому подобное. Вот, сейчас ведь это, ну, не совсем так, ну, и было не совсем так, конечно, да. А, Сейчас существуют вот экономические ниши, да, вот о которых вот говорила Влада, на примере там вот калмыцкого языка, ну и другие тоже примеры вот можно вот привести.
То есть, например, знать вебский язык, к примеру, да, как редкий язык, тоже достаточно выгодно, да, и можно устроиться там в СМИ там, или преподавать его там, или еще как-то, да, и то же самое можно сказать вот по многих другие языки. Вот когда мы проводили вот как полевое исследование в Карелии, там вот говорил вот один информант, что, ну вот, о причинах, да, вот почему вот корейский язык в таком вот плохом состоянии находится. Ну вот человек вот выберет, да, чем пойти вот на урок корейского языка, он лучше пойдет вот подработать, да. То есть прежде чем думать о языке и корнях, он должен удовлетворить свои базовые потребности. Ну, как-то вот в этом духе вот он высказался. И вот действительно вот проблема вот удовлетворения вот сначала вот базовых потребностей, да, а потом уже думать о таких вещах, как язык там и так далее, да, она ведь действительно вот очень актуальна. Вот эти вот примеры, которые приводились там, да, вот с корнским языком, ну, и как бы список вот можно продолжить, да, вот тот же инорисамский, да, язык, о котором тоже вот, Влад, вы говорили, да, ведь известно, что вот это вот экономическое вот благосостояние вот инорисамского сообщества, да, оно послужило вот одним из факторов, да, почему люди стали вкладываться вот в язык. Да, или же, например, мэнский язык тоже, да, ведь считается, опять же, что вот остров Мэн, да, и люди вообще взялись за язык только потому, что благодаря тому, что вот эта офшорная зона, там, да, и туризм и так далее, да, наступило экономическое благополучие, и люди, опять же, задумались, ах, нам нужен, однако же, язык, да, вот. А вот касательно вот России, вот говорили вот наши исследователи, да, там вот на лингвистическом форуме, я помню, Дарья Жорник вот говорила, да, Екатерина Юрьевна там говорила, что у наших людей вот есть о чем подумать, кроме языка, да, вот. И вот малые языки, скажем, вот особенно такие совсем маленькие, вот им же еще так трудно потому, что очень маленькое сообщество и очень бедное, вот в чем дело. Вот. И вот это вот все то, о чем я говорю, да, вот, связано вот как бы с проблемой субъектности ведь тоже. Ну и, собственно, вот этот вот вопрос, вот, да, я хотела вот спросить вот ваше мнение, вот, Влад, да. У нас недавно была дискуссия вот в Институте языкознания, но она не была по поводу закона, вот, который сейчас должен приниматься, да, закон о языках вот народов России. Вот. И у нас там вот разошлись вот несколько мнений. Часть людей считала, что надо говорить языки России, вот, а часть считала, что надо говорить языки народов России, и что вот это понятие народа, и вот как нечто среднее, да, вот между ними вот не надо убирать, да, что оно нужно. Но законодательно это может быть отдельный вопрос, да, но вот я вообще вот сторонник вот субъектности, да, вот языковой политики, и вот есть же такое понятие вот в документах там ООН, ЮНЕСКО, так empowerment, да, of people. Вот если вот мы, так сказать, если empower people, да, то, соответственно, и все остальное производным может стать, да, в том числе и языки. Да, если, ну, недаром же ведь у нас считается, да, вот татарский язык, да, получше состояние у него, там, и якутский язык, потому что это богатые регионы, да, это ведь напрямую связано. Вот как вы думаете все-таки насчет вот проблемы вот этой вот субъектности? Вот действительно ли это так, что вот если мы empower people, да, то мы получим в результате их интерес там к корням, и в том числе языку? Ну, Да, нет, понятно, глобальный вопрос, да, простите. я согласна, что, конечно, положение людей, бедность, неравенство, насилие, дискриминация, ну, это то, что гораздо важнее для них часто, чем язык. Вот. И очень часто коренные народы, к сожалению, по всему миру в значительной степени оказываются в менее выгодных условиях, чем люди, относящиеся к большинствам. Вот. Это отчасти там, ну, какие-то последствия, отчасти действительно экономическое неравенство и так далее. Я согласна, что есть сообщества, в которые бывает, что сейчас людям совсем не до языка, они выживают. И где там сейчас действительно сложно говорить об этом. Но при этом я придерживаюсь той точки зрения, у Хейли Декорн, ее недавняя книжка про языковой активизм, она анализировала языковой активизм в Мексике, несколько разных сообществ, и там тоже это достаточно уязвимые коренные группы, и носители этих языков находятся в среднем в менее выгодном положении гораздо, чем, чем, ну, чем люди некоренные, чем просто носители испанского.
Но она говорит, что языковой активизм – это всегда часть социального активизма, что не бывает никакого воздействия на язык, который только на язык, который вот тут вот у нас коробочка с языком, с лингвистическим. Мы всегда, воздействуя на язык и продвигая язык, занимаясь активизмом, мы меняем отношения в сообществе. Если язык становится более престижным, например, на нем есть, я не знаю, вывески, на нем есть радиопередачи, его преподают в школе, на нем есть какой-то очень модный, замечательный, интересный контент, какая-то музыка, которая там привлекает, или видеоигры, которые привлекают других детей. Это меняет вот эту вот дискриминацию в обществе, это меняет социальные иерархии, положение группы. Соответственно, постепенно это может привести, хотя не обязательно, и к экономическому изменению, но, по крайней мере, вот к каким-то социальным изменениям тоже. И в этом смысле я не думаю, что как бы что без усилий сознательных, что просто считать, что вот люди станут экономически благополучными, и тогда у них дойдет дело до руки до языка, я не уверена. Мне кажется, что это не так работает. Про закон, ну, мне кажется, что в целом эти законы сейчас направлены на русификацию, и они дискриминируют коренные языки, что языковая политика России сейчас дискриминационна по своей сути, соответственно, ну, вот это такой комментарий в целом, что от момента, когда в Конституцию приняли изменения, которые диктуют государствообразующую роль русского языка, и вообще с того момента, когда подчеркивается, что есть и вот эти все разговоры про русский как родной, что это просто дискриминационная политика, и тут, ну, как бы все эти законопроекты стоят в одном ряду. Ну, законы, это, конечно, да, отдельный вопрос. Тут шла речь о терминологии вот именно, да, языке России и языке народов России. Но это, да, отдельный вопрос. Спасибо. Так, коллеги, я не вижу больше вопросов, ну, по крайней мере, обозначенных вопросов посредством поднятия рук или в чате. Поэтому я задам вопрос, на которого у Влады точно нет ответа, но, по крайней мере, я бы попробовал подумать в эту сторону, потому что это, мне кажется, важно для всех, кто занимается проблемами ревитализации. Мы говорили о том, что вот так называемые новые носители, они, естественно, их компетенции отличаются, и старые носители могут их не очень принимать, скажем так, в различной степени принимать. И здесь возникает во многом такой, я говорю, это скорее философский вопрос, но где вот тот порог, да, где мы готовы принять новых носителей и сказать, что да, вы говорите на этом языке, мы можем считать вас говорящими. Потому что ведь мы всегда можем требовать большего, да? Мы всегда можем требовать от изучающих русский язык мигрантов, что вот пока вы не будете говорить как Пушкин, вы как бы язык не освоите. Да? Но с другой стороны, не выставлять совсем никаких планок тоже неправильно, потому что тогда нет смысла вкладывать усилия в совершенствование, да, в оттачивание своих навыков, потому что человек может какой-то падеж недоучить, ну и бог с ним, потому что меня понимают. То есть как можно попробовать определить вот эту вот линию, или мы рады всем, кто хоть какие-то усилия прикладывает? Как вот здесь попробовать вот это разграничить? Вот у меня нет ответа, но мне кажется, об этом важно подумать. Ну, тоже нет ответа, да, я не знаю, может быть, кто-то скажет, как им это видится. Ну, как скорее меня... Я скорее придерживаюсь точки зрения, что как бы надо поощрять всех, кто вкладывает хоть какие-то усилия, даже если говорят, как выражалась моя респондентка, крывом рыва. Вот. Но я прекрасно понимаю, что это действительно может, ну, совсем снизить уровень того, кого мы считаем носителем языка, и может раздражать людей, которые хорошо владеют языком. И более того, потратили время или, может, даже еще вложились деньгами в какие-то курсы или какой-то, ну, или, по крайней мере, своим временем инвестировали. Да? Ну, и опять же, как лингвисты мы интересуемся тем, что будет дальше с этим языком. И понятно, что, ну, если там как бы совсем никаких барьеров не будет, то все сложные, интересные, типологически уникальные, ну, типологически редкие как бы, вещи уйдут.
И тогда в смысле, в структурном смысле, ну, это станет как бы менее интересным. Не знаю, у меня нет ответа. Но наш интерес, как лингвистов теоретических, он совершенно очевиден. Да, мы хотели бы какие-то типологические значит, особенности сохранить, но вот совершенно точно я знаю, там, скажем, что удмуртский язык, он перестраивается под русский, там, с точки зрения порядка слов и так далее, и это уже совсем не тот удмуртский, который был там 100 лет назад. Вот рады ли мы этому удмуртскому или не очень? Наверное, все равно рады, хотя бы, ну, потому что в условиях такого сильного давления есть шанс выжить только у такого удмуртского. Но, конечно, он такой иногда очень сильно русифицированный, и ну, я не знаю. В общем, мне кажется, что он может вызывать смешанные чувства. Ну, опять-таки, да, это философский вопрос. Елена, пожалуйста. Да, это очень интересный вопрос, который и в более благополучных экономических странах не очень получает ответа. И особенно интересно, конечно, получается в тот момент, когда изучение языка становится престижным, а носителей уже не очень много. И такая ситуация, например, существует, опять же, не в валлийском, в которой все довольно благополучно, но и в ирландском, и в Ирландии, и в Британии. а, в Ирландии вообще язык должен был преподаваться, и до определенного возраста. Это, опять же, к вопросу о субъектности совсем не с большим восторгом воспринимается ни детьми, ни многими родителями, но тем не менее это некая государственная политика Ирландии. И количество квалифицированных преподавателей очень сложно обеспечить. И поэтому среди, скажем, университетских преподавателей, а, людей, которые занимаются ирландским языком, как лингвисты, или которые преподают этим будущим преподавателям, ну, довольно много не совсем оптимистических взглядов на то, что происходит, потому что преподается, ну, совсем не тот дивной красоты ирландский, который существует в литературе или существует в традиционных диалектах. Э, Вопрос, и при этом, как бы, когда раздаются, у меня нет совершенно ответа на вопрос, что делать. Было бы странно, если бы он был. Но когда раздаются при этом тех, кто уже действительно активно использует этот новый выученный язык, что это вообще совсем не тот язык, и вообще это лучше, чтобы его не было. В этом случае у меня возникают огромные, опять же, этические сомнения о том, что внезапно как бы считаются ну, не оцениваются действительно в то время и прочие вложения тех людей, которым по каким-то соображениям этот язык важен. Да, это не тот язык, который традиционен, но тем не менее он очень... он используется. Это вот к вопросу о том, да, он используется в разных сферах, он используется на радио, он используется в блогах, он используется профессионально. Поэтому тут, наверное, э, ну, тем не менее, есть какой-то вопрос функциональности. А в бретонском, опять же, тоже все это очень сложно, и там есть еще к тому же огромная проблема. Я уже говорила между диалектами, и там фактически невозможно использование одного из диалектов, который при этом довольно живой в школьной системе, что там есть и внутришкольный буллинг, и так далее в отношении носителей, а преподается, опять же, ну, некоторый не с очень большим часто ну, багажом за ним, количеством прочтенных текстов и так далее. Ну, вот какой-то некоторый усредненный, странный, искусственный язык, который не очень позволяет делать что-то с ним дальше. Вот, а что делать, непонятно. Так, если у Влады нет реакции, нет, да, тогда, как ни парадоксально, Вячеслав Иванов снова, но другой Вячеслав Иванов. Да, еще раз добрый день, дорогие коллеги, дорогие участники. Большое спасибо, Влада, вам за за ваш прекрасный рассказ, который во многом расширил
мои горизонты. Вот, но вот к тому вопросу, который озвучил Артем, да, то есть нужно ли нам радоваться тому, что будут хоть какие-то люди, говорящие на этом языке, пусть даже структурно он будет отличаться от того, на котором говорили, ну, или говорят те носители, которые усвоили этот язык в естественных условиях, через семейную передачу. Вот мне кажется, что все-таки, ну, все, да, я согласен, что все случаи, да, когда человек изъявил желание учить язык, да, и что он его учится, он его старается применять, да, пусть и с какими-то неточностями, с какими-то ошибками, да, это нужно все равно поощрять. И здесь, ну, конечно, как бы важно как раз-таки, да, вот действительно, как в одном из примеров Влада было обозначено, да, ну, вести такой диалог между теми, кто язык знает хорошо, и теми, кто усвоил его в семейных, да, условиях, и теми, кто изучает этот язык, то есть найти какой-то такой баланс. Вот, и тут приведу пример, как раз, да, то, что вот знал я одного человека, который очень хорошо говорит на бурятском, но который тоже его как бы усвоил, ну, у него в детстве был этот язык, а потом он его как бы дотянул, прям очень сильно прокачал его, и в какой-то момент, ну, то есть, когда вот мы общались, вот мы говорили: "Давай ты будешь с нами говорить на бурятском". Да, и он отказывался это делать, потому что говорил, что я не могу говорить на бурятском с теми, кто на нем говорит плохо. Но извините, как тогда нам дотянуться до этого уровня, если вот такие вот компетентные носители, которые заявляют о себе как о компетентных, да, о том, что они язык знают хорошо, вот как тогда нам усвоить, вот именно вот достичь этого же уровня компетенции, если они сами отказываются говорить с нами на вот своем, да, ну, на своем языке. Да, то есть мне кажется, что все-таки для того, чтобы вот, ну, новые носители, да, приближались к такому вот именно, ну, стандарту, да, скажем так, в кавычках, да, нужны все-таки усилия не только самих вот этих вот новых носителей, но и тех людей, которые этим языком владеют как, ну, первым, да, как наиболее активным, вот, то есть чтобы они, да, именно тоже делали усилия для трансляции своего, вот этого своего варианта языка, да, скажем так, вот, чтобы, он постоянно был на слуху, чтобы он, применялся, и чтобы, таким вот образом, вот те новые, ну, в какой-то степени, чтобы он служил новым носителем как такой ориентир, ну, к которому вот как раз-таки, можно было стремиться, да, и который можно, как бы усвоить, да, ну, если там вот эти люди сами будут, ну, открыты, да, вот носители. Да, вот, наверное, такой комментарий какой-то у меня есть. Да, спасибо. Влада? Просто спасибо за комментарий, я согласна. Да. Ага. Простите, можно я коротко добавлю? Вот Да, я пожалуйста. все говорила про сложные судьбы кельтских языков. Вот ровно то, что Вячеслав описал про как бы передачу от носителей, в этом есть одна успешная история в Канаде, по-моему, если я не ошибаюсь, на Кэп Брейтон, по-моему, это было. Там было некоторое количество носителей шотландского, и там как раз программа ревитализации была построена не на том, что желающие обучались некоторому внешнему стандартному шотландскому, а на том, что очень пропагандировалось и каким-то образом облегчалось э, контакты старых носителей с желающими обучаться, ну, заново, ну, это heritage speakers, наверное, это какие-то внуки, правнуки, которые, у которых это когда-то было в семье, или, в принципе, интерес к вот этому шотландскому элементу в этой области. И
И это, насколько я понимаю, по рассказам сработало очень неплохо. Там удалось как бы сохранить и усилить эту связь, и там вот этого разрыва нет, а есть некий, ну, конечно же, тоже некий новый язык, очень тоже скорее, конечно же, не очень функционально употребляющийся, но важный, тем не менее, для его новых носителей, который значительно меньше отличается м, от старых в- э, способов. Простите. Спасибо. Хорошо, что иногда это работает, и что есть возможности. Ну что ж, коллеги, спасибо. Да, я благодарю всех участников дискуссии. Если у вас еще есть желание что-то сказать или спросить, то сейчас последняя возможность это сделать. Но в любом случае наша дискуссия была очень плодотворная. Я благодарю, во-первых, Владу, во-вторых, всех комментировавших и спрашивавших, в-третьих, всех молчаливо присутствующих, потому что в любом случае ни один семинар не бывает успешным, если без его участников. Чок Саунс. И следите за объявлениями. Мы планируем примерно раз в месяц появляться в эфире и приглашать новых интересных людей. До новых встреч, друзья. Спасибо. Рада была всех видеть и слышать, или видеть, что вы в зуме. До свидания. Да, Спасибо спасибо большое всем. До свидания. До свидания. Артем, не остановить или ты